Сунжи прошел сход граждан, озвучили накопившиеся за последнее время вопросы социального характера и безопасности. «9 декабря во Дворце спорта «Магаз» пройдет первый в истории республики большой вечер профессионального бокса. Как готовятся спортсмены? Ярмарка осенняя к нам в детский сад пришла. Покажем, как малыши умеют строить сезонный бизнес на детских эмоциях. Добрый вечер, это новости 24. Несоблюдение правил дорожного движения, распространение наркотических и психотропных веществ, работа медперсонала Сунжинской ЦРБ и ряд других наболевших вопросов обсудили сунжинцы на сходе граждан. Встреча прошла при участии депутатов Народного собрания и религиозных деятелей. Репортаж Индиры Манкиевой. Старейшины города возмущены. В зале озвучивается статистика нарушений правил дорожного движения и общественного порядка. Мужчины не понимают, откуда эта информация, если жители ни разу не видели своего участкового, который априори должен следить за криминогенной обстановкой города. хотя бы шинкера цац турка радуга преминут этнут я хочу мелчу акусиление или мысление лица согласен. Второй вопрос, который, по мнению самих жителей, остро стоит в их городе, это распространение наркотических и психотропных веществ среди школьников. Не понимая всю серьезность последствий, подростки ведутся на этот дурман. В итоге юношеское баловство переходит на более серьезную стадию – зависимость. Также перед жителями выступила и главврач Сунжинской районной больницы, которая поделилась, с какими проблемами сталкиваются врачи в ходе приема пациентов. Ветхое помещение, в котором расположена сама больница, это всего лишь полбеды. Наибольшая смертность от онкологических заболеваний у нас в регионе – это рак легкого и рак молочной железы у женщин. То есть, в общем, это тот рак, который мы могли бы выявить, даже если мы пройдем хотя бы флюорографическое обследование, а женщины пройдут маммографическое обследование. Очень тяжело население идет на это. Не все, конечно, но даже по закону амбулаторный прием, когда мы ведем в поликлинике, сейчас флюорой смотровой кабинет с приема до пояса. Много вопросов и к самому медперсоналу больницы. У горожан, к примеру, лаборатория, которая плохо работает. Других же смущает тот факт, что в реанимации в основном работают девушки. По словам жителей, бывают моменты, когда без медбрата просто не обойтись. Медикаментозное обеспечение слабые случаи. Медикаментозное обеспечение психологии. И я там у детских отделений хашини. Но я не думаю, что это целесообразно, а уже это решение вот этого вопроса, наказ из пожелания. Также на сходе была затронута тема ночного выгула домашних животных. Вопрос к имаму, кто виноват и кто должен понести ответственность в случае ДТП с участием животного. дальний фарио гедион 180 нахуй хавау дионы схакучан хама хукуд мش تعتبر مستوى تقدر تشسبه ديونه شيء خضر بعد تقولشان حرق حالة تو بيجبو بز مش عند دقيقة يلي بيتك دبر بقص ده اللي بيسلي مش عند دقيقة شو بجن دلي قولي يولش داز دعتقيز يا أخي مثلا استقيل مطلق. На встрече также присутствовали депутаты Народного собрания региона. Сет Салим Ахегов, обращаясь к горожанам, отметил, что Сунжа недавно преобразована в город. И каким он будет завтра, напрямую зависит от самих жителей. Сунжу нужно преображать и развивать, отметил депутат. Решение создания и обустройства города Сунжи и Агротеатр, это ход ходос квартиш. А то есть отличие делано, сей дегадим, чаулу делано, санакат булуш, тозу хамаш хади дирс допус, хади допус, дален дирс, что даже дирс кеатр стигишно.
Власть и народ должны работать сообща, и подобные исходы граждан – это возможность обычных людей быть услышанными. Индира Манкиева, Рахман Цуров, Новости 24. 30 октября 2010 года глава Ингушетии подписал указ о Дне памяти жертв трагических событий осени 1992 года. В связи с этим в республике отменены все развлекательные мероприятия на завтра, радио и телепередачи. Завтра же в Назране на мемориале Уазат Кышмыш пройдет ежегодный общенациональный митинг в память о событиях осени 1992. Начало в 9:30, прийти могут все желающие. Сотрудники Ингушэнерго провели плановый рейд в Назране. Выявляли случаи безучетного и бездоговорного потребления электричества. В целях экономии многие жители прибегают к хитрости, которая напрямую влияет на качество поставляемых услуг. О том, как на месте пресекали такие схемы, расскажет Дана Плиева. Последний раз на улице Измурзиева сотрудники Ингушэнерго были всего 3 недели назад. Тогда комиссия отрезала от линии электропередач несколько непрошенных потребителей. Но, как видно, хозяева вновь по старой схеме подключились к сетям. Притом способов хищения несколько. Самые часто используемые – так называемые накидки или набросы на линии электропередач. Оголенные провода, накидываются провода, кустарным образом вводится кабель в дом, не устанавливается прибор учета, не ведется учет электроэнергии, соответственно, не производится оплата за эту электроэнергию. Вот такого рода вещи, конечно, недопустимы, они государственно наказуемы. Получается, что бесплатно ресурсом пользуется половина улицы, а это небезопасно для жизни, так как трансформаторы не тянет такую нагрузку и находятся под большим напряжением, отмечают электрики. Это отражается и снижением качества электроэнергии, что в свою очередь может привести к пожарам. Обрывать такую невольную благотворительность сотрудникам МРСК приходится часто. Другой способ отключения или нарушения приборов учета. С ним сотрудники Ингушэнерго столкнулись и сегодня. Сюда заходят 3 фазы, человек провел себе 3 фазы, рубильник поставил, но по непонятным причинам прибор учета не работает, и рычаг этот трехфазный тоже каким-то образом перестал работать. Поэтому сейчас хозяина дома нет, одна больная бабушка здесь, говорят, лежит. Будем разбираться с этим случаем. Конечно, мы составим акт о безучетном потреблении, и этот потребитель будет наказан. На сегодняшний день за потребленный свет на Назране платят лишь чуть больше половины абонентов. Но есть и те, кто копит задолженность годами. В итоге сумма доходит до 100 тысяч и даже больше. Неплательщикам, за которыми тянется такая задолженность, контролеры предлагают вносить сумму по частям. Они могут оплачивать частично, например, на этот месяц сколько там, 5-7 тысяч, а следующий месяц вот эти долги разбить и последующие месяца, чтобы они оплачивали вовремя. Неплательщики либо ссылаются на пустые карманы, либо просто не открывают дверь. Это чревато не только административной, но и уголовной ответственностью. Дана Плиева, Рахман Цуров, Новости 24. В Назране ведется благоустройство дворов нескольких многоквартирных домов. Рабочие устанавливают скамейки, детские площадки, а в дальнейшем планируется озеленение. Все это проводится по проекту формирования комфортной городской среды. Залина Магушкова расскажет подробно. Новым переменам в своем дворе Роза Гандалоева очень рада. Уж она-то знает, каким он был на протяжении почти 40 лет. Столько времени здесь прожила женщина. Прежде чем рабочие приступили к благоустройству, муниципальными органами было учтено мнение самих жильцов. Мужская половина попросила парковочную стоянку, а женская, в том числе и Роза, площадку для детей. Беришлоуз мотигятсер, оз ахайшиш тхона да мотигятсер. Окиq беришлоуз гертиш тхо ахайшадагаш, ох бериш гарьеж ах арнонош тхон рястогуш цацам полуш тхон. Благоустройство двора 2 многоквартирных домов по проспекту Базоркина под номерами 12 и 14 производится по приоритетному проекту формирования комфортной городской среды. Наша республика активно включилась в этот проект с 1 июля. Финансирование региональных программ благоустройства в рамках проекта формирования комфортной среды будет предусмотрено в федеральном бюджете до 2022 года. На данный момент ведется реконструкция более 30 дворовых и 13 общественных территорий во всех городах республики. В этой программе у нас по проспекту Базоркина уже разбит сквер, он уже полностью закончен. Там сделано освещение, то есть это там у нас не многоквартирный сектор домовладения, то есть
Это частное домовладение. Там ранее люди пользовались этим сквером, но там не было ни освещения, ни тротуарных дорожек, ни скамеек. Мы с населением, то есть на встрече с населением с ними поговорили, они пожелали, чтобы там именно было сделаны такие виды работы. Во дворе, где живут более 500 жителей, уже появились новые скамейки, детская площадка. Напротив нее ведется строительство спортивной зоны для ребят подросткового возраста, где они смогут заниматься физической культурой. В скором времени здесь появится стоянка для 25 автомобилей. Произведена подготовка для иных строительных работ. Детские площадки мы установили уже, но сейчас будет там мягкое покрытие надо сделать. Мы заказали его с Ростова, сейчас должны нам привезти. А остальное клумбы, там брусчатку тоже заказали, и завтра будут уже ложить с этой стороны асфальт. Кроме того, по проекту запланировано благоустройство мусороотвода и озеленение двора. Все строительные работы будут закончены через 2 недели, и первые цветы на новых клумбах появятся предстоящей весной. Залина Магушкова, Магомед Дидигов, Новости 24. В Испании вышла в свет книга немецкого журналиста Хуберта Зейпеля, посвященная Владимиру Путину под названием «Я, Путин. Портрет». Книга, кроме немецкого, была переведена на итальянский, а теперь доступна еще и на испанском. Процесс перевода, кстати, занял около 3 месяцев. На русский язык книгу также перевели с символичным названием «Путин. Логика власти». В Испании уже давно интересуются личностью Путина, и не только как политического деятеля, но есть еще и желание узнать лидера нашей страны чуть ближе, с более личной стороны, отметили издатели. Общий тираж книги составил порядка 3000 экземпляров, и приобрести ее можно во всех крупнейших книжных магазинах. Тема прививок в последнее время активно обсуждается в обществе. Осложнения, которые иногда случаются после вакцинации, пугают родителей. Поэтому число тех, кто отказывается делать прививки своим детям, постоянно растет. Как утверждают медики, инфекцией можно управлять, если охвачено не менее 85% населения. Подробнее об этом Мака Килиматова. Медики не устают повторять. Пренебрегая советами врачей и отказываясь от профилактики заболеваний, родители ставят под угрозу самое ценное – здоровье своих детей. Понимая всю серьезность этого вопроса, Лидия Картоева старается каждый год прививать своих малышей. Сегодня врачи приехали на осмотр 4-летней Амины после вакцинации. Температура повышалась у вас, место покраснения какие-то были. Плохо себя чувствовал ребенок после прививки? Было что-нибудь такое? Нет, ничего не замечала. Мои дети, например, никогда ни корью, ни краснухой не болели мои дети. Единственное, ветрянкой переболели. И от гриппа мы каждый год прививались. Всех детей я прививала. Я за прививки. Особое внимание к вакцинации требуется, если ребенку нет еще 2 лет. На этот период приходится большая часть прививок, предусмотренных национальным календарем вакцинопрофилактики и дополнительных, рекомендованных врачом. Часто родители не желают привозить детей на прием или даже категорически отказываются от услуг медиков на дому, ссылаясь на различные причины, начиная от религиозных, заканчивая семейными обстоятельствами. Мы победили эти эпидемии, многие эпидемии, такие как оспа, тиф, чума, дифтерия, полиомиелит тот же, столбняк. Вот. Сейчас, если мы в таком же темпе, в таком же режиме будем отказываться, все эти эпидемии, эти вспышки снова вспыхнут, и уже никакая вакцина нам не поможет в этом. Если одни категорически против вакцинации, то другие, наоборот, считают обязательно прививать детей и видят в этом только положительные моменты. Много вопросов у родителей возникает и по поводу надежности хранения вакцины, относительно сроков и неизвестности состава применяемых препаратов. Врачи, в свою очередь, обращают внимание на то, что в медицинских центрах проходят постоянные проверки, все заверяется документально. У нас отмечается сразу в соответствующих журналах, которые проверяются нашими правоохранительными органами, надзорными органами. Ежедневно, конечно, это все проверяется, фиксируется для того, чтобы наше население получало достаточно качественную вакцину. Каждый вторник в 13:30, с 13:30 до 2 часов.
им проведут короткий курс, экскурс так называемый, и покажут, как хранится наша вакцина. Вакцинация, конечно, не гарантирует защиту от вирусов на все 100%, но позволяет значительно снизить риск заболевания у детей с первого года жизни. Ведь чем младше ребенок, тем слабее его иммунитет. И если малыш все-таки заболеет, то благодаря прививке недуг протекает в более легкой форме. Но прежде чем сделать прививку, пациента необходимо осмотреть и убедиться в отсутствии у него противопоказаний к вакцине. Мага Кельматова, Рахман Цуров, Новости 24. 10 суперпоединков, несколько боев за титул чемпиона. 9 декабря во Дворце спорта «Магаз» пройдет первый в истории республики большой вечер профессионального бокса под названием «Герои ринга». Участники спортивного праздника усиленно тренируются. Сборы проходят в Пятигорске. Репортаж Хусена Гагиева. Обладатель пояса интерконтинентального чемпиона по версии IBF Иса Чениев недолго довольствовался достигнутым успехом. Около месяца потратив на восстановление, он тут же приступил к подготовке к следующему поединку, который для него станет особенным, ведь он пройдет дома, в Ингушетии. Я всегда мечтал выступать перед своими земляками. Это даже когда я выступал в любителях, тогда уже думал, что было бы круто, если бы у нас провести профессиональный бой. Я всегда смотрел профессиональные поединки, и там поддержка, атмосфера, все было очень красиво. И также хотелось у нас вот это сделать. Это очень большая ответственность перед всеми участниками в главном бою. И меня только мотивирует вот вся эта атмосфера, что я выступаю в главном бою, что там будет очень много народу, что там будет сам глава республики Юнусбек Евкуров. Меня это, наоборот, мотивирует очень сильно. Я хочу показать самый классный бой в своей карьере. Напомним, по инициативе главы Ингушетии Юнусбека Евкурова 9 декабря во Дворце спорта имени Берда Евлоева пройдет большой боксерский вечер «Герои ринга», который будет приурочен Дню Героев Отечества. Именно этот турнир сейчас возродит любовь к боксу. И на этот турнир мы надеемся, что придет много людей. И в основном придут молодые ребята, которые хотят заниматься боксом. И они увидят потенциал, наш потенциал. И у них появится желание боксировать, желание побеждать и выступать на разных соревнованиях. А вот бывший обладатель чемпионского пояса стран Балтики по версии IBF Исмаил Илиев из-за травмы на полгода выпал из обоймы. Теперь он твердо намерен вернуться на прежний уровень и освежить память болельщиков. Такая возможность предоставится в бою с аргентинским спортсменом. Рикардо Рубен Вилалба станет самым серьезным оппонентом Исмаила в карьере. Очень опытный, очень хороший соперник, который входит в топ-15 в мировом рейтинге. Очень упертый соперник, постоянно идет вперед, выбрасывает много ударов. И к этому сопернику я должен подойти на все 100%. Быть уверенным, показать хороший, красивый бокс. Надо делать больше, чем я делал в предыдущих боях. Намного больше. Другой герой ринга Магомед Булгучев сменил весовую категорию. Процесс гонки проходил тяжело, и теперь он будет выступать в весе до 69 килограммов. Сейчас я новый вес перешел, уже более себя комфортно чувствую, легче боксировать, уже удар есть, уже силы хватает. Просто рад этому. Будем готовиться на все 200%, будем готовы на эти бои. Разминка, гимнастика, силовые упражнения, работа на лапах, обработка ближнего боя. Все ребята проходят комплексную тренировку. Нагрузка идет на все группы мышц. Чтобы победить соперника, нужно устойчиво стоять на ногах, держать баланс. Работают 3-4 специалиста, как по физподготовке, как по статной, как по гимнастике, растяжке, так и по боксу, технике, тактике. Вот. То есть хороший объем работы делаем. Думаю, что ребята однозначно от боя к бою, от лагеря к лагерю растут. И это как бы заметно невооруженным глазом. Появилось более обширное мировоззрение бокса. Появились более такие, мотивационные моменты. Как бы они из бойцов простых потихоньку превращаются в хищников. Даже здесь, на сборах, бить перчатками, которые тренер в шутку называет варежками, нужно жестко и точно. Еще. Боковой. Амплитуда. Амплитуда. Вот так. Вот так. Вот так.
В тренировочном процессе важно не перегрузиться. Спортсмен четко должен знать свое физическое состояние. Научный подход позволяет выявить возможности бойца. Для этого здесь привлекли опытного фармаколога. С этими ребятами мы уже знакомы несколько лет. Собственно говоря, как и с президентом нашей федерации, с Хусейном Бузуртановым. То есть это люди, с одной стороны, спортсмены, которые горят тем, чтобы выиграть, показать результат, показать, что они нужны и достойны своей республики в том числе. Конечно, как у любого человека, у них бывают спады. Но это не говорит о том, что это плохо как-то или хорошо. Это нормальная работа. У них бывают подъемы. Сейчас они находятся в хорошем, стабильном состоянии. Мы надеемся, что к тем боям, которые будут проходить 9 числа, я надеюсь, что мы вместе с теми, кто нас будет и смотреть, в том числе будем наблюдать за этими боями, болеть за ребят. И я надеюсь, что мы увидим за вот этот месяц-полтора, который для нас остался в этой подготовке, что они у нас еще значительно вырастут. В турнире примут участие много именитых спортсменов. Вячеслав Мирзаев – обладатель серебряного пояса по версии WBC в легчайшем весе. Спортсмен из Магадана надеется на поддержку местной публики. Выступать, во-первых, в Ингушетии на таком турнире, во-вторых, среди таких ребят, как Иса, Исмаил, те ребята, которых я знаю уже 2 года, мы начинали вместе. И я знаю, что эти ребята очень сильные, и вся публика будет ждать их боев, и быть с ними на одном турнире, еще и выступать, это очень большая честь для меня. На следующем этапе подготовки боксеры приступят к спаррингам. В качестве партнеров специально подобранные топовые бойцы. Хусен Гагиев, Ахмед Парчиев, Новости 24. В Доме культуры сельского поселения Нестеровское прошел шахматный турнир, посвященный столетию советской тогда еще милиции. Репортажи Ридат Хулхоевой. По будням служба во благо Родине, а по праздникам хобби. Мурат Додов шахматами начал увлекаться еще в 6 классе. Тогда, в советское время, признается он, доступных развлечений было немного, а в школе как раз открыли шахматный кружок. С тех пор в шахмату он играет с той же страстью, что и защищает Родину. В шахматной игре очень много комбинаций может быть. И в зависимости от того, как отреагируешь на ход противника, контрход сделаешь, от этого зависит успех. Но не всегда получается так, как рассчитывает шахматист. Как говорится, в шахматах выигрывает сильнейший. В шахматных баталиях участвовала команда ветеранов и команда действующих сотрудников полиции. Согласно регламенту состязаний, партия проходит по круговой системе. Каждый из гроссмейстеров имеет право провести не более одной игры друг с другом, что позволяет уже на начальном этапе выявить соперников, равных по силе. Команда представляет по 7 участников от каждой стороны. В данный момент впереди ветераны. Соревнования проходят в упорной бескомпромиссной борьбе. Никаких нарушений нет. Турнир организован Советом ветеранов МВД внутренними войсками республики совместно с Суженской детско-юношеской спортивной школой по шахматам. Ежегодно он проводится в рамках празднования дня рождения советской милиции. Для участников это не только своеобразный способ отметить знаменательную дату, а также привлечь внимание общественности к героической истории становления милиции в стране. Этим мы даем понять, что между гражданскими милициями и полицейскими нет разницы. Мы полицейские тоже из гражданского населения, правильно? За годы, что существует эта традиция, в рамках турнира уже отыграли порядка 50 партий. Последние несколько лет турнир проходит в Нестеровском доме культуры. Для них этот праздник так же важен, как и для игроков и организаторов. И в проведении таких мероприятий они никогда не остаются в стороне. Организация очень хорошая, как вы видите. И, к счастью, я сам ветеран МВД, член Совета ветеранов МВД внутренних войск республики. Ну и рад за своих ветеранов, мы пока лидируем. Ожидания насчет претендентов на победу оправдались. По итогам борьбы со счетом 9-1 команда ветеранов одержала уверенную победу. В награду вручили кубок, также новый набор шахмат от Совета ветеранов. Жаредат Холухоева, Рамазан Мержоев, Новости 24.
В России открылась горячая телефонная линия Роспотребнадзора для граждан по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. Горячая линия запущена в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Бесплатная телефонная линия доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Она позволит гражданам получать оперативные консультации и разъяснения по вопросам защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг. Поможет упростить для них процедуру подачи обращений и жалоб, а также окажет содействие повышению общего уровня информированности граждан о правах потребителей на финансовом рынке и о деятельности Роспотребнадзора в данной сфере. Телефон горячей линии Роспотребнадзора для потребителей финансовых услуг 8 800 129 26. Айда-ярмарка. Хлебосольное и яркое мероприятие организовали в детском саду номер 6 в Назрани. Благодаря инициативе и стараниям детей прилавки заполнились многочисленными красочными дарами осени. Соленья, фрукты, торты, блюда национальной кухни. Все это оформили произведениями искусства начинающих художников. Жаридат Халухоева обо всем этом подробно. Каждый год к ярмарке «Дары осени» здесь готовятся как к большому празднику, который объединяет и маленьких, и взрослых. Мадина Сагова ждала эту ярмарку больше Нового года. Для нее это первый осенний праздник. Я всегда любила праздники и люблю ярмарку. Ярмарки так интересно, грибы мы лепим. У нас все мы лепим. Соленья, фрукты, торты и блюда национальной кухни. Прилавки просто ломятся от изобилия вкусной еды, каждый из которых здесь закреплен за отдельной группой. В торговле маленькие продавцы оказались куда наваристее своих воспитателей. Так умело подзывают покупателей. Кроме разнообразных угощений, на ярмарке представлены картины и различные поделки, сделанные руками самих детей. Но, конечно, не без помощи воспитателей. Картошка, да? Картошка, лошадка, да? Смотрите, тоже изготовили наши детки с нашими воспитателями. На осенней ярмарке не только торгуют, но и веселятся. Музыкальную паузу внесли сами воспитанники. Дети читали стихи и устроили маленькое представление. Такие ярмарки проходят здесь традиционно в конце октября. Это не только возможность, хорошо используя, провести время, но и привлечь родителей к участию в таких мероприятиях и жизни дошколят в стенах детского сада. Я думаю, что они получили удовлетворение от совместно проведенного мероприятия и совместно заработанных денег. Все эти деньги пойдут на нужды группы. Ярмарка прошла не хуже знаменитой Сорочинской, оставив у детей и организаторов после себя много ярких эмоций от осеннего праздника. Жаридат Халухоева, Магомед Урусханов, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.